Всім добрий вечір. У прямому етері телеканалу ТР Прайм. Мене звати Айдар Мождабаєв. Сьогодні ми, як завжди, обговорюватимемо війну, але з трохи такого зворотнього аспекту з боку Російської Федерації. В якому сенсі? Ми ж розуміємо, що відбувається там. Там був цей нібито теракт, нібито спецоперація. Остаточно це невідомо. Багато що свідчить і про те, і про інше. Але може бути і важливіше дивитися на реакцію російської влади. І сьогодні ми в прямому етері про це будемо говорити з моїм старим товаришем, з людиною, яку я дуже поважаю, як аналітика, з людиною незалежною, яка живе давно в Берліні, але спостерігає за тим, що відбувається на Росії, і його звати Ігор Ейдман. Салям алейкум. Привіт, привіт, Айдар. Я перейду на трофейну мову, з вашого дозволу, бо Ігорю так важко буде. Ігор, скажи, будь ласка, вот Патрушев фактически только что обвинил Украину что Украина стоит за этим терактом в Крокус-Сити, холле в Москве. Что это значит? Ты, наверное, читал, но ты вообще очень много по этому поводу читал, писал, анализировал. Я предвкушаю как бы такой подробный разговор про этот весь кейс с Крокусом, да? Но вот давай начнем с конца, как вот положено в журналистике. Путин намекнул, этот уже конкретно обвинил, что они предъявляют и что это может значить. Да, сегодня, кстати, не только Патрушев, но еще Бортников тоже напрямую обвинил Украину и заодно почему-то США и Великобританию. То есть, знаешь, какую ситуацию это мне напоминает? После убийства Кирова Сталин жестко сказал чекистам, что искать нужно убийц среди зиновьевцев. Об этом потом рассказывал Николай Ежов. Надо сказать, что тогдашние чекисты были, видимо, не настолько построены под желание, под мнение своего вождя, что они что-то сначала, тогда еще и года был во главе с НКВД, что они вначале что-то там еще мухали, разбирались. Сталин вынужден был посылать к ним Ежова как контролера от партии, и он уже там все заставил быстро найти каких-то людей, там, соответственно, обработать их, чтобы они признались и так далее. И это так свалили на зиновьевцев, троцкистов, и потом сотни тысяч людей, я не преувеличиваю, сотни тысяч людей были прямо или косвенно обвинены в том, что они ответственны за это преступление и под этим предлогом были репрессированы. Вот нечто похожее происходит и сейчас. То есть Путин, не имея никаких, естественно, оснований, даже формальных, даже и сфальсифицированных, к тому моменту, заявил об украинском следе. Чекисты, Патрушев, Бортников, они, как я уже сказал, улавливают желание своего шефа мгновенно, в отличие от Егоды, такие эксперименты не ставят, как тот. Егода потом лишился жизни в результате того, что проявил здесь нерасторопность. Они моментально все это подхватывают и обвиняют во всем Украину, ну и еще и Запад. Ну, каким образом? Это лишнее доказательство. Да. Это Да-да, на голову не налезает, потому что, ну, где Украина, где какой-то ИГИЛ, где таджикские граждане, где вообще это все, как это можно логически увязать, ну, не для своих просто приказ отдал, и все это ты правильно сказал, да? А как он будет продавать это Западу? Ведь он же, с одной стороны, хотел как бы, типа, вместе бороться с терроризмом, стать частью антитеррористического фронта. Ну, террорист, крупнейший международный во главе антитеррористического фронта, это очень соответствует нынешним временам, да, таким. Но как он будет объяснять это на международной арене, боюсь я даже, что через таких людей, как Орбан, там, или Фицо, или какие-нибудь там еще там бразильские президенты, ну, такую версию трудно будет продвигать. Нет, это, понимаешь, это уже устарело, что он хочет стать во главе международной коалиции, но он, наоборот, сейчас террористами обвиняет американцев и британцев, то есть тех, кого он еще недавно безуспешно пытался возглавить в борьбе с террором. Вот. Нет, понимаешь, ему не надо уже их обрабатывать. Конечно, на Западе это все не пройдет, что бы ни было. А для россиян, это все рассчитано на россиян, на телевизионный, в том числе быдло плебс. Я сейчас объясню, почему. Да, тут я сначала вообще расскажу, как он дальше могут развиваться события, чтобы совсем версия не повисла. Игорь, пожалуйста, да? не спеши, подробнее, ничего не забывай. Я знаю, что это Конечно. очень интересно. Да.
Да, хорошо, буду подробно. Буду, надеюсь, не уснут слушатели и зрители. Вот, смотри, какая ситуация. Начну, да, с того, что может дальше быть. Им нужно, конечно, будет какую-то фактологию подбросить в эту печку. То есть как-то, скажем так, привязать Украину, украинцев к ИГИЛу, к исламистам, там, к таджикам и прочее. Первую такую совершенно белую нитку, да, на черном фоне, откровенно гнилую белую нитку, они уже, что называется, наложили. Да. Это что? Это то, что они специально выпустили машину с вот этим предполагаемыми, опять-таки, никто их еще не осудил, это предполагаемыми террористами до фактически границы. Только непонятно, с Белоруссией или с Польшей, или с Украиной, скорее, конечно, с Белоруссией. Но, тем не менее, это позволило и Путину заявить, что Украина ждала террористов, что там устроили окно для них, но это тоже бред сумасшедшего, потому что естественный вопрос. А вы-то сами, там же граница у нас же состоит из двух частей, там помимо украинской части еще и российская, а в условиях войны там море силовиков, там каждый, я думаю, просматривается, просвечивается каждый метр, километр. И здесь только полные идиоты могли пытаться пройти через эту границу. Но, как я уже сказал, это все рассчитано на быдло плебс телевизионный, и он схавает, что называется, что угодно, да, на совковой лопате, только подноси комбикорм телевизионный, он будет жрать и причмокивать. Вот. Дальше. Дальше что еще может быть? Дальше я вот чего боюсь, откровенно говоря, боюсь просто этого. Что им нужно будет найти каких-то людей, которых можно будет обвинить в том, что это связники какие-то между Украиной и вот этими предполагаемыми террористами. Что обычно делают КГБшники сейчас, что они делают ФСБшники, что делали НКВДшники раньше, а раз мы уж вспомнили времена Ежовщины, которые похожи здесь. Просто поймать людей, которые как-то связаны с Украиной, граждан украинских, украинцев этнических, людей, которые приехали недавно там из Украины, обработать физически, а как они умеют увечить, издеваться и пытать, они сами демонстрируют, они даже этого не, теперь уже не скрывают, а наоборот, скорее гордятся этим. И в таком состоянии человек даст любые показания. И так могут появиться новые, как раньше было троцкистско-зиновьевские изверги, а здесь будут какие-нибудь украинско-джихадовские или бандер-джихадовские изверги, да, то есть из ничего слепят просто людей, заставят их дать показания, заставят дать показания таджиков, которые уже на грани жизни и смерти находятся, судя по их виду на суде. Естественно, это как бы вполне вероятный вариант, поэтому я бы вот, скажем так, тем украинцам, которые сейчас в Москве живут, особенно имевшим в прошлом или в настоящем связи какие-то с Украиной, просто рекомендовал просто бежать оттуда. Потому что реально будут хватать кого попало. Я не думаю, что у них есть заранее какие-то уже люди, да, которых они хотят под это дело подставить. Они же, в общем-то, люди довольно топорно, грубо, НКВДшники, чекисты и ФСБшники работали и работают. Похватают просто кого попало. Тоже каких-нибудь гастайбурбетеров, каких-нибудь сиделок у стариков украинских. Запросто, может быть, не утверждаю, что так будет, но по логике это вполне вероятно. Дальше, теперь можно сказать, поговорить подробнее о том, что вообще это было. Что вообще это было? Сначала контекст, политический контекст. Закончились выборы, и до выборов путинские эти все начальники, чиновники, они делали вид, что у них все хорошо, мир, дружба, жвачка, все такое. Они начали делать жесткие заявления неожиданно. Шойгу сказал, что надо увеличивать армию, и там уже военные аналитики посчитали, что эти подразделения новые, которых он обещал организовать Шойгу, а это несколько сот тысяч человек минимум. Значит, откуда они возьмутся? Загадка. Дальше Песков впервые среди крупных чиновников российских, тем более это говорящая голова самого Путина, он открыто сказал, что все как бы история с этой, значит, СВО закончилась, и теперь у нас идет война, причем не только с Украиной, а с Западом. И надо типа освобождать территории свои какие-то, которые у них в их безумном шизомире захватила Украина. Значит, ну и другие были всякие заявления, и СМИ тут такие оппозиционные, мигрантские писали о том, что у них есть информация, что готовится призыв несколько сот тысяч человек в армию.
Вот. И это все было, я уже к тому моменту написал, что если вы в России, вы человек военнообязанный, бегите к чертовой матери, пока не закрыли границы. Потому что сейчас они не будут делать такую ошибку, как в прошлый раз. Они будут одновременно с мобилизацией закрывать границу для военнообязанных. Это практически очевидно. Вот. И тут вдруг, что называется, откуда ни возьмись, теракт. Что это? Вероятно, это провокация для того, чтобы создать повод для резкой эскалации войны и проведения мобилизации. К чему и так понятно стремится Путин, и соответственно, его окружение тоже это поддержит, или, по крайней мере, вербально поддерживает. Почему теракт произошел не до выборов, а после выборов? Конечно, если бы это были бы враги какие-то Путина, они бы решили ему испортить всю малину и вот эту его предвыборную кампанию, которую он проводил под лозунгом «Все хорошо, прекрасная маркиза». И, конечно, они бы провели это на 2 недели раньше, то есть до выборов. До выборов теракт не выгоден был Путину, и его не было. После выборов он стал выгоден Путину, и он произошел. Выводы делайте сами. Дальше это еще не все. Давай тогда я сейчас подробно Не, все, изложу все давай мой до конца. концепт. Да. Да, да, подробно изложу мой концепт. Вот. Дальше, как это все могло, это все свидетельствует о том, что это была провокация. Как эта провокация могла реализовываться? Люди говорят, ну как же, ну вот ИГИЛ взял на себя ответственность, это же явно исламисты и так далее, и так далее. И то, что это организовало или что это происходило под контролем ФСБ, это совершенно не отрицает то, что его сделали руками или частично руками исламистов. Почему? Потому что ты, конечно, прекрасно помнишь Ирину Славину, журналистку нижегородскую, по которой покончила жизнь самосожжением. Ну, я Вот ее она в не Нижнем знал лично, Новгороде, но, конечно, случай был да, ужасный, да, и ты ее знал чуть-чуть, да. да. Да, мы с тобой общались по этому поводу. По телефону, я помню. Вот, и вот это ужасная действительно история, чудовищная. Но вот почему ее затравили? Ее же реально затравили, ее долго травили, а потом закончилось все каким-то совершенно жутким обыском, вот и так далее. Да, ее затравили, там был какой-то формальный повод, совершенно ничтожный. Там участие в каком-то семинаре «Открытой России», ну какой-то бред полный. А затравили ее действительно потому, что она расследовала и обнародовала истории с тем, как ФСБшники устраивают липовые, с помощью своих провокаторов, устраивают липовые ячейки исламского государства из гастарбайтеров в Нижнем Новгороде, а потом успешно их сажают или убивают. И более того, она в свое время в своей у нее называлась «Коза», это такой интернет-сайт был у нее. Она там опубликовала видео о том, как провокатор ФСБ рассказывает каким-то совершенно зачуханным гастарбайтерам о том, как о преимуществах исламского государства и фактически мотивирует их деньгами, чтобы они принесли присягу. Потом людей посадили на огромные сроки. А в другом случае, который расследовала Славина, людей просто убили при аресте. То есть создание таких провокационных ячеек исламского государства для ФСБ — это стандартная затея. Делали они это в основном не для каких-то больших политических целей, а просто чтобы получить лишние звездочки на погоны, чтобы получить лишние бюджеты на антитеррористическую в кавычках деятельность, чтобы получить всякие преференции дополнительные и выслужиться перед начальством. Но эти же люди и эти же организации, созданные фиктивные ячейки, можно было использовать и в политических целях, причем в политических целях руководителя страны Путина, который, мы вспомним, да, уже имел опыт организации такой провокационной террористической акции, благодаря которой он смог получить повод для развязывания Чеченской войны, Второй Чеченской войны, и на волне борьбы с террором он пришел фактически к власти, орал там «замочим в сортире» и прочее, прочее. Это взрывы домов в Москве, в Волгодонске в 99 году. Путин, как и многие другие люди, склонен копировать и повторять опыт, который принес ему какой-то успех. А успех ему этот опыт принес, это стало фундаментом его победы потом на выборах и вообще как бы того, что он стал президентом и утвердился в этой роли. Так что использовать вот эту провокационную ячейку исламского государства для реализации политической провокации, выгодной Путину,
было вполне возможно, реально и для ФСБ, в общем-то, не впервой. Путин просто повторил опыт, который был у него в 99 году. И я думаю, и позже, просто там меньше доказательств для этого. Так что вот это как бы предыстория всей этой ситуации, а то, что сейчас происходит, мы уже с тобой обсудили. Ну, я внимательно слушал. Ни одного возражения ни по сути, ни по форме у меня нет. Это первое, о чем я подумал. У меня же тоже есть какой опыт. Я помню, как они в Уфе, например, хватали по 300 человек за сутки в мечетях просто. Потом пытали Мгм. и обвиняли в терроризме. И сажали на срока еще та газета, когда еще она была более-менее нормальной, где я работал. Там Мгм. писали про такие вот дела, просто конвейерные дела. Потом это все пришло в Крым в оккупированный. Они начали заниматься тем же самым в Крыму, в принципе. И появилась у меня сейчас во время эфира такая мысль, если они начнут связывать с Украиной этот теракт, да, или спецоперацию свою, то почему бы не провести такую кривую линию через крымцев, например, через коренной народ Крыма, сказать, что вот они же на моей памяти, начиная с блокады Крыма, вот когда перекрыли, значит, это была гражданская блокада, не вооруженная, ничего, но когда перекрыли торговлю с оккупированным Крымом, которая была выгодна очень многим оккупантам, ну, в Украине тоже, к сожалению, была кому-то выгодна, но как бы в первую очередь она была выгодна Аксенову, ну, ФСБ там и так далее. Это все, ну, неважно, это долгая история. Мгм. Вот, но уже тогда появились публикации, причем их часто закидывали даже русскоязычные и даже натурализованные русские журналисты в Украине, что где-то в Украине, в Херсонской области, где-то еще база ИГИЛ, база Аль-Каиды, значит, и так далее. Еще как советские времена, господи, в постсоветские времена, когда значит, еще до оккупации. Вот когда вот этот менталитет Мгм. царил, что крымские татары это исламисты, там какие-то придурочные и так далее, в Крыму проводились учения флотом русским, совместно, к сожалению, и с украинским, по ликвидации баз боевиков Аль-Каиды в горах Крыма, состоящих из представителей коренного народа Крыма. Да? Вот этих страшных исламистов, бородатых, Мгм. террористов. Никто никогда в жизни не видел крымского террориста, но, как и таджикского, кажется, никто никогда не видел, да? Вот, Мгм. но крымского вообще никто никогда не видел. Там даже войны не было, как вот в Таджикистане, там междоусобица, там Афганистан рядом, там Мгм. наркотики, все. В Крыму ничего этого нет. Это, в общем, тихая Европа, там и так восточная и так далее. Вот, но тем не менее, такие вещи даже украинские медиа подхватывали. А где это у нас боевики? Какие-то базы? Мы на это все смотрели, вот с Ленуром, например, и говорили, и думали, ну, вообще, конечно, да, ноль баз, то есть ноль поводов, ноль вообще чего бы то ни было, Мгм. но при этом огромное нагромождение версий, там, обвинений и так далее. Насколько вероятно, что они могут вот разыграть через Крым эту карту, придумать какую-то версию раз ИГИЛ, ну, значит, давайте нам сюда этих черных, вот, ну, и так далее. Да, я уже тоже об этом думал. Действительно, это наиболее простой для них был бы способ. Они могут действительно обвинить именно крымских татар под этим предлогом, но они могут вообще-то все что Ну, угодно. да. Они могут найти какого-нибудь Бен Ладенко, сказать, вот Бен Ладенко виноват. Это главный теперь бандера-джихадист, который все это сделал. Да, какой-нибудь Василь Бен Ладенко. Вот прямой потомок Бен Ладена. Вот, так что от них можно все ожидать. Как я уже сказал, главный для этого аудитория, да, этой всей провокации, это не Запад. Западу они ничего не продадут. И даже не другие страны мира. Те тоже вряд ли это все купят. Главное, это российский быдло-плебс, который расслабился. И властям это не нравится. Его нужно мобилизовать и бросить в мясорубку. Если мы посмотрим, я все время слежу за всякими социологическими исследованиями в России, и есть такая тенденция была, вернее, с осени прошлого года. Народ как-то устал от войны, как-то без энтузиазма уже ко всему стал относиться. Людей, которые выступают за мирные переговоры, стало больше, чем те, кто выступает за продолжение войны, и в таком духе. Именно вот это изменение произошло осенью прошлого года и продолжалось. И вот этих людей нужно как-то подстегнуть, Мгм. сплотить, мобилизовать вокруг общего врага, как-то шокировать, стрессировать, чтобы они вот в состоянии стресса пошли опять как на убой без, что называется, без слова протеста. Да?
И это не только, это и элиту также нужно стрессировать, сплотить и послать на убой, как-то всех их, что называется, мобилизовать, все ресурсы возможно. А Путин готовится к наступлению. Это становится почти очевидным. И то, что сейчас вот идет новая, совершенно безумная антиукраинская волна психическая, по-другому это не называют, в российских СМИ, это доказывает. Если бы Путин хотел, как многие считали, да, как говорили там всякие умные в кавычках аналитики, блогеры, что Путин хочет заморозить войну как-то. Нифига подобного. Если он хотел заморозить войну, как-то немного ситуацию затрамповать, что ли, подморозить, он бы делал все абсолютно наоборот. Он бы, наоборот, бы как бы пропаганду немножко убрал, чтобы люди успокоились, и так постепенно на тормозах бы это все спускал. Сейчас, именно после выборов, когда произошел этот не случайный, именно послевыборный теракт, наоборот, людей психологически начинает стягать просто плеткой, да, сшитой свинцовой монетой. То есть вперед, украинцы на вас напали, там столько людей убили и так далее. Вот эта истерия поднимается, подобная той истерии, которая поднималась перед 24 февраля 2022 года. То есть я думаю, и сразу после. Я думаю, что надо следует ожидать не позже, чем летом, а может даже раньше, каких-то очень серьезных попыток эскалировать войну, провести мобилизацию, может быть, попытаться какие-то там, я не знаю, в военном плане устроить массированные удары. То есть к этому надо быть готовым, конечно. Ну вот я читал сегодня через каких-то аналитиков, но это опять же кремлевские сливают, понятно. Значит, Путин хочет взять как минимум Харьков, а вообще-то хочет и Киев взять. Ну, можно подумать, это новость какая-то, да, для кого-то. Можно подумать, кто-то себя убедил в том, что, ну, убедили, конечно, что он хочет мира какого-то, надо мирные переговоры, ни одного намека на мирные переговоры, ничего нет. Кругом только кабы летают, ракеты и так далее. Вот. Но Украина, как понятно, сдаваться не собирается и тоже наращивает свои удары по России. Понятно, что потенциалы несопоставимы, но все-таки я надеюсь, что Европа проснется, и никто из европейцев не захочет видеть войну на своей территории все-таки в итоге. Но опять этот год критический, на мой взгляд, абсолютно точно. Вот. Да. Кстати, почему критический? Вот у тебя есть твои аргументы. У меня есть такое ощущение, что Путин хочет идти ва-банк. Что вот как был момент, он в 22 году пошел ва-банк, думая, что он легко победит. Получил по зубам, немного отскочил, стал зализывать раны, стал готовиться. Они перестроили военную промышленность, много чего они сделали за это время. Они время тоже не теряли, к сожалению. Вот. И сейчас, выборы ему надо было провести так, вроде бы тихо, все мирно. Сейчас ситуация такая, он видит, что в США подвисла ситуация, и он думает, что это удобный момент, и ждать он больше не хочет. Тут тем более он безумно бесит, я думаю, наступательные какие-то действия украинских сил. Его это, конечно, безумно раздражает. Потом он уже старый человек довольно. Вот. И вообще, если брать, Байден еще старше, но Байден, в общем-то, представительная фигура во многом. А Путин, по большому счету, сам пытается рулить этой всей ситуацией. А человек уже, которому за 70, этому просто тяжело физически. Тем более он не ленив был всегда и нерешителен, как это не парадоксально, Путин трусоват. Так что вот сейчас, мне кажется, он считает, что у него последний шанс, и он хочет идти ва-банк. Почему он хочет идти ва-банк, а не остановиться? Потому что он параноик. У него абсолютно маниакальная, параноидальная идея. Я уж тебе много раз об этом тоже и тебе, и многим другим говорил, что нужно покорить Украину, Беларусь, восстановить Рейх и так далее, и так далее. Войти в историю, как великий государь какой-то, и распевать потом чаи в каком-то раю российских императоров вместе с Екатериной II и Петром I. Вот, то есть остановиться он не может, как любой параноик. И я думаю, что он считает, что сейчас наиболее удобный момент, а может быть даже последний шанс вот для таких действий наступательных. Ну, я думаю, что это абсолютно логично, потому что кто знает, выберут ли Трампа, кто знает, что будет дальше. Сейчас помощи от Америки нет, недостаток снарядов, недостаток ракет, недостаток ПВО. Как бы шанс очевидно есть. И сейчас, да, то есть из этого мы делаем вывод, что ничего тут на внешний мир не было рассчитано, что это, исходя из твоих слов, это спецоперация ФСБ просто, да, это просто было тупо рассчитано на повторение эффекта рязанского сахара,
ну, когда Мгм. люди, видя очевидную лапу ФСБ, даже видя очевидную, тогда даже об этом Мгм. свободно говорили, Мгм. да, все равно сказали, нет, мы сейчас закроем глаза вот тогда, и Путин нас спасет. Пусть он всех убьет вокруг, да, а мы тут в песочнице Мгм. постоим, да, вот тогда это так выглядело. А Мгм. сейчас э, объясни, почему русские так легко этому верят? Или делают вид, что верят, но подчиняться? Вот сейчас действительно, наверное, будет какой-то сумасшедший подъем патриотизма, ну, к примеру, там, как в Первую мировую войну, когда там Петроград переименовали, все на фронт, там, за веру царя Отечества. Вот что-то такое нас ждет? Я надеюсь, что нет. Я надеюсь, что нет. То есть попытка есть, конечно, такая, но реализации не будет такой. То есть дело в том, что российское население — это же не единая какая-то масса, да? Это оно крайне сегментировано на разные социальные группы, демографические группы, в рамках этих групп разные совершенно настроения. Молодежи вообще все пофигу, абсолютно. Конечно, есть и среди молодежи зетники, но это меньшинство. И меньшинство не такое большое. Главная путинская опора — это люди старшего возраста, пенсионеры, люди предпенсионного возраста, те люди, которые продолжают по инерции сидеть на игле телеканалов, которые давно уже давно фактически больны психически, а по-другому это не могу назвать, психически больны, потому что они, есть такой термин, да, индуцированный психоз, когда психоз от одного человека передается другим. Вот они уже давно индуцированы этим психозом, вот. Но есть один позитивный момент: мало кто из них может реально воевать, потому что они уже просто люди, многие из них пожилые. Вот в среднем возрасте там есть и такие, и сякие, но в целом вот эти зетники, которые действительно готовы в любой момент сойти с ума и пойти умирать и убивать, это меньшинство. Это меньшинство. Это видно и по всем опросам, это видно и по ситуации в СМИ и так далее. Вот они, например, эти зетники, они пасутся вокруг телеканалов военкоров безумных. Их там много, их там много. Но это несколько миллионов человек. А в России живет около 100 миллионов взрослых людей. Но в целом за таких отпетых зетников, я думаю, процентов 15, по моим оценкам. И процентов 15 людей, ориентированных на мир. А 70% это абсолютно аморфная масса, не имеющая никаких собственных взглядов, не интересующаяся по большому счету ничем, кроме своего кармана, своей там, не знаю, машины, крыши над головой, шашлыков на даче, для которых это фон. Да, что-то телевизор гудит фоном, что-то говорит. Ну, конечно, мы за власть, конечно, мы за Путина. Потому что быть против власти и быть против Путина — это себе дороже в современной России. И проще говорить, что ты за власть. Но, слушайте, а вот если в армию заберут... Не, в армию не надо, нет. Я уже старый, да, у меня нога болит, ну еще что-нибудь. Они не рвутся воевать. Более того, я хочу сказать, что даже по официальным опросам всем мобилизацию, новую волну мобилизации поддерживает меньшинство граждан. Даже среди тех, кто в целом за войну. То есть они типа за войну, но пускай дядя Ваня из соседнего подъезда алкоголик воюет, а я лучше дома посижу. И я думаю, что этих людей никакой теракт, ничего их не возбудит. Возбудить может дополнительно возбудить вот этих ура-патриотов сумасшедших, зетников, любителей военкоров, там, любителей Пригожина, Прилепина и прочих уродов. Вот. То есть, так что я думаю, что это, скажем так, может быть, и облегчит в какой-то степени Путину задачу, но не решит ее. Но я тебе верю абсолютно по цифрах. Оно и правда примерно так выглядит. Это не значит, что эти вот 70% хорошие люди, там Да. нет. Скорее, они просто Ну, аморалы, конечно, нет. да, в разной степени Да. аморальности. Вот. Но смотри, даже если так, а скорее всего так, это аморфная масса. Но как бы аморфную массу, в принципе, можно и в мясорубку отправить. Тем более там деньги платят, тем более, тем более. То есть, а что может помешать Путину при желании набрать миллионы вот этих вот людей, которые кто-то за деньги, кто-то вот наших бьют, там, кто-то там за Белгород ответить, кто-то там Америка, сионисты, евреи там и так далее, неважно. Собрать миллионы, вооружить их и мотивировать их идти в последний решительный бой. А то, что он хочет ва-банк, это вот абсолютно ты прав. Я даже это слово хотел сказать, не успел, ты первый сказал просто.
Я думаю, что ничего ему не может помешать. Вернее, ему может помешать только технические проблемы, набрать миллион людей. Потому что хоть они как-то и немного лучше готовы сейчас, чем в 2022 году, но тем не менее они все-таки большинство своих проблем не решили. И миллион человек — это огромная масса, их же нужно... Ну ладно, ржавые автоматы Калашникова они найдут на советских складах, но этого маловато все-таки. Нужно накормить, экипировать, как-то технически обеспечить и так далее, и так далее. И у меня есть крупные сомнения, что у них сейчас есть ресурсы на миллион человек. Я думаю, и они на 100, на несколько сот тысяч большим трудом найдут ресурсы. А почему огромные платят зарплаты этим своим террористам? Военная промышленность работает, как они говорят, 3 смены. Ну, знаешь, мы этого, конечно, так вот не видим все в целом, да? Но, например, Мгм. то количество управляемых авиационных бомб, таких тяжелых, Мгм. да, оно огромное, Мгм. оно феерично большое. Такого количества этих бомб, наверное, не производят все страны НАТО вместе взятые, и, может быть, еще и в Мгм. разы меньше, да? То есть промышленность у него работает. То есть нельзя сказать, что он ничего не может сделать. Может. Они вот хвастаются этими уже совсем уже почти, ну не атомными, но сильными очень, 1,5 тонны, 3 тонны там угрожают. То есть огромный можно там район города разнести и так далее. Такой, ну микрорайон, по крайней мере, точно. И это реально есть, да? Вот, за ним стоит Китай, за ним стоит Корея Северная, которая вот сейчас прочитал, просто тупо в обмен на нефть дает ему все, что он хочет. То есть ресурс кажется безграничным. Но тогда, в принципе, у него все карты в руках. Что может его остановить или что может помешать? Давай теперь поговорим вот с другой стороны немножко. Да, не, ну, тут, с одной стороны, конечно, все-таки не надо преувеличивать их технические возможности. Да, они увеличились по сравнению с 2022 годом. Но если мы вспомним, в 2022 году там всего 300 тысяч набрали мобилизованных. Первое время они вообще там болтались, как дерьмо в проруби. Где-то там в лесах жгли костры, потому что их совершенно нечем было обеспечивать. Я не думаю, что сейчас ситуация, конечно, сейчас ситуация изменилась, но не думаю, что слишком кардинально. А теперь что может Путин остановить? Я думаю, что будет эскалация конфликта с Западом. Он и сам на эту эскалацию идет, он, видимо, окончательно сошел с ума. И мы видим, что появляются некоторые тенденции новые, что некоторые страны НАТО заговорили о том, что они готовы посылать своих солдат в Украину. Это прежде всего Франция, но я думаю, что позиции Франции могут поддержать некоторые другие страны. Германия нет, к сожалению, а, например, страны Бенилюкса, скандинавские страны, Великобритания, теоретически, я думаю, могут поддержать эту позицию. Если эти твари, я имею в виду российские войска, там и начнут действительно какую-то крупномасштабную, угрожающую самому существованию Украины наступлению, я думаю, что сейчас, в 2022 году это было нереально. А сейчас, я думаю, есть вероятность, и не нулевая, что не все, но создастся некая коалиция западных стран, которые впрямую вступят в эту войну на стороне Украины. То есть это будет конечно, они там не будут бомбить Москву, да, но какие-то свои части, там, противовоздушной обороны, какие-то другие, они, вероятно или возможно, могут прислать. Канада еще. Вот такого плана страны. Так что это может быть сдерживающим фактором. И сама угроза этого может быть сдерживающим фактором. Я тебе, раз уж мы сегодня исторические примеры приводим, все помнят, да, советско-финскую войну. Финны действительно героически сопротивлялись, и очень много крови попортили Сталина, но он в конце все-таки он начал выигрывать. Они прорвали линию Маннергейма и могли дальше двигаться. Но в тот момент Франция четко сказала, что она выступала, вот конкретно дата была названа, 11 марта, по-моему, что они уже готовы в этот момент, будут там французские войска. Великобритания свои военно-воздушные силы тоже должна была привести. И это мотивировало Сталина сворачиваться. И у него же были другие планы изначально. Изначально он хотел захватить Финляндию. Там же было уже правительство сидело там во главе с Отто Куйсининым. Вот. Так что это тоже может сыграть роль. Последнее время президент Украины Владимир Зеленский очень резко усилил, скажем, риторику в отношении Путина. Буквально за неделю он назвал его и ничтожеством, и подонком, и существом. То есть вот когда он начал Украину обвинять, вот это последнее, да,
То есть, по сути, он называет его сумасшедшим. Ну, вот по сути. По сути, он повторяет то, что сказал просто другими словами твой двоюродный брат Да. Борис Немцов в 2014 году в Киеве. И вот теперь в Киеве только другой человек, который тогда еще думать об этом не мог, повторяет те же самые фактически слова. И, естественно, в отличие от Немцова, при всем уважении, тогда не слушали так его, да, к сожалению. Слова о том, что Путин сумасшедший, фактически слышат сейчас из уст Зеленского весь мир. Да? Почему Зеленский так сильно сменил риторику и, на твой взгляд, с чем это связано и к чему это может привести? То есть Путин, действительно, это ситуация ва-банка, подтверждение ва-банка вот этого, да? Да, мне тоже кажется, что и Зеленский это понимает, что Путин идет ва-банк. И тут еще есть момент, что Зеленский не первый, который из глав государств, который назвал Путина сумасшедшим. И первый это Байден прямым текстом. Он его назвал чокнутым сукиным сыном. Так Мгм. что, собственно, это то, что Путин чокнутый, и уже становится общественным консенсусом, в западном, по крайней мере. И я думаю, что в восточном мире тоже все это прекрасно понимает, но там просто его довольно подло используют в корыстных целях. Естественно, что и китайцам, и тем более индусам, абсолютно и уж каким-нибудь арабам из Эмиратов, абсолютно на Путина наплевать, они его тоже считают придурком чокнутым, но они неплохо зарабатывают на том, что на его на его сложной ситуации, что он вынужден им продавать по дешевке ресурсы. И вот и все. Больше у него нет союзников. Ты говоришь, за ним, как Китай стоит. Китай за ним не стоит. Китай его использует, но он не стоит за ним, он не вкладывает в эту войну деньги, оружие и так далее. Старается вести себя аккуратно. А китайские банки, китайский бизнес считаются с американскими санкциями в той или иной степени. Так что у Путина нет союзников. У него вернее, есть, но это маргинальные совсем государства. Иран вот союзник Путина, это да. Северная Корея, Венесуэла, Никарагуа, Куба. Вот и все. Больше остальные страны его используют просто, даят российские природные ресурсы. Да? То есть Россия такая большая страна, там много чего есть. И они вот за соски дергают, и ему льется кому нефть, кому газ, кому лес там, и так далее. Ну, то есть, фактически, Путин таким потенциалом, который ему приписывают, в итоге не обладает. Вопрос только в том, что коалиция западная, вот этот Рамштайн огромный, да, еще до сих пор не дал ни одного самолета Украине. А их самолеты и вертолеты и так далее просто, что хотят фактически, ну, я понимаю, что не все, что хотят, понятно, их сбивают тоже, Да-да. да, но все равно их колоссальные количественные преимущества, преимущества в ракетах и так далее, и в количестве вооружений, и в количестве самолетов. Фактически вопрос в одном. Готова ли западная коалиция, НАТО или там отдельные страны НАТО и так далее, просто серьезно сказать так, мы хотим остановить этого черта, да? Не вот так вот смотреть, там подкидывать что-то, да, и смотреть, и говорить, какая Украина хорошая, сказать, так, все, это уже совсем никуда не годится, он действительно сошел с ума от своей вот этой миссии, и это угрожает нам всем, и мы не хотим воевать на своей территории, давайте соберемся и ну, как это принято, да, но я думаю, что это мое мнение, просто что это останавливает ситуацию в США сейчас. Но в то же время в Европе что-то активизируется. Вот как бы ты описал вот эту возможность усиления коалиции и усиления поддержки Украины, потому что без нее ситуация будет развиваться по плохому сценарию. Это совершенно точно. Да. Ну, я хочу сказать, что в США ситуация все-таки это временная, да, она затянулась, конечно, но я думаю, не то чтобы я думаю, а вот судя по тому, вот той информации, которая у нас всех есть, после Пасхи все-таки Палата представителей примет вот этот законопроект по поддержке Украины, Израиля и так далее. К этому уже все идет, то есть трампистов продавили в принятии бюджета и неизбежно продавят и в этой ситуации. Сейчас трамписты уже нового спикера пытаются отстранить, который в том числе и тормозил вот эту ситуацию. Почему? Потому что он пошел на уступки демократам, а вернее здравому смыслу, и все-таки они бюджет приняли, да, временно. И Трамп был категорически против. Теперь трамписты пытаются его отстранить, нового спикера. Но я думаю, что будет так, что все-таки тоже большинство, которое голосовало за бюджет, проголосует и за законопроект по помощи Украины, и этот спикер Палаты представителей будет вынужден все-таки поставить это на голосование. Так что я думаю, вопрос решен будет в этом месяце уже. То есть не в этом месяце, в апреле. В апреле. Это еще март.
Вот. Так что здесь у Путина времени маловато, я думаю, что не успеет этим воспользоваться. И, конечно, я думаю, что ситуация будет, скажем так, коалиция антипутинская, она будет укрепляться, формироваться и так далее, радикализироваться. Но, к сожалению, все это происходит, как мы видим, медленно. Вот если Путин все-таки решится начать вот это попытаться начать вот какое-то новое, да, новое широкомасштабное наступление какое-то, может быть, какие-то совершенно жуткие, да, действия, связанные с нападением на Украину, продолжением нападения на Украину, это может только стимулировать вот это создание, как я уже говорил, этой коалиции, или вернее развитие этой коалиции, стимулировать действия с ее стороны. Игорь, там я смотрел последние данные из США, что вроде как в этих свинг-штатах колеблющихся, вроде Байден теперь, значит, выше Трампа. У Трампа проблемы с уголовными делами. Трамп не выглядит уже таким очевидным фаворитом, вроде бы. Я на самом деле не знаю, что это за СМИ сообщают, и так я аккуратно обо всем этом сужу. Вот все-таки твое наблюдение, к чему движутся выборы в США? Я не верю, что Трамп может победить. Я уже говорил об этом много раз. И да, действительно, сейчас ситуация в Свингштатах улучшилась для Байдена. Это с чем связано? Я думаю, ситуация у Байдена будет улучшаться перманентно. С чем это связано? С тем, что Трамп фактически весь свой ресурс уже выбрал. У Трампа очень большой антирейтинг, и у него есть его целевой электорат, его такая секта, можно сказать, трампистская, которая там фанатеют от него. И он весь этот ресурс выбрал, а они уже мобилизованы вокруг него, они, естественно, отвечают, что готовы за него голосовать и прочее, прочее. Мобилизация электората вокруг Байдена произойдет только по мере приближения к выборам, когда угроза Трампа станет все более и более реальной. Люди говорят, я не хочу вообще ходить на эти выборы, там, я не знаю, за кого я буду голосовать. Ну, не хотят многие голосовать за Байдена, понимаете? Он пожилой человек, не очень убедительно выглядит, в общем, на своем посту. Но еще сильнее они, конечно, не хотят, чтобы пришел Трамп к власти. И вынуждены быть, как вот в свое время многие голосовали за Ельцина, чтобы не допустить Зюганова к власти. И поэтому, кстати, Ельцин, ну и в том числе, конечно, фальсификации были, но и поэтому тоже Ельцин и победил. То есть сказав, да, он, конечно, старый алкоголик, но он хотя бы не такой опасный, да, как Зюганов. Вот. И по мере, как я уже сказал, приближения к выборам, вот эти процессы будут происходить. То есть Трампа некуда расти, Трампу некуда, потому что его дальше антирейтинг уже. А Байден может расти дальше еще довольно далеко. Ситуация во Франции очень удивила всех, что Ле Пен поддержала Украину. Да? Моя очень хорошая знакомая, она анализирует, она в бизнесе давно там в Западной Европе. Она говорит, что Ле Пен хорошие связи с военно-промышленным комплексом, то есть ей она как бы ее спонсирует в том числе эти круги, да, и политически спонсирует, ну, кроме Путина. А теперь вроде как поддержка Путина ей уже не нужна. Путин вроде как уже преступник. Ну, вот, Ле Пен перекрасилась. Кто-то сказал, что это вроде из-за того, что я не разбираюсь, но из-за того, что французское общество так настроено, да, что французы, мы все-таки французы, мы не можем там вот это все быть как вот немцы, например, да, не в обиду никаким немцам, но вот мы все-таки французы, и Ле Пен тоже не может так вот вести себя, как Фице какой-нибудь там, вот этот вот и так далее, или Орбан. Какой потенциал у Франции? Военный огромный, на самом деле. Вот политический. Да, я думаю, что Ле Пен, она абсолютно циничная же женщина, абсолютно циничная, беспринципная. Ей просто выгодно сейчас от Путина открещиваться. Что будет, когда она придет к власти, я не знаю. Но пока, конечно, тем более, если она придет к власти, я думаю, что она, конечно, не придет. К власти по той же причине, почему не придет Трамп. Потому что у него есть свой круг большой, но все остальные за него голосовать не будут. Объединяются и либералы, и коммунисты, и анархисты, и кто угодно, но чтобы проголосовать против Ле Пен уже не первый год. Не на первых и не на последних выборах только, а на многих выборах. Вот. И, конечно, она понимает, что если она видит, что теперь эту патриотическую карту активно разыгрывает ее соперник, и Макрон, и она тоже решила разыграть. А что я хуже французов патриоты, в отличие от немцев. Во Франции не стыдно быть патриотом, в Германии стыдно, считать дурной тон. А во Франции, ну, не всех, конечно, но среди большой части населения патриотом быть не стыдно. Вот. И, собственно, что я худшая патриотка, чем
чем этот Макрон. Да нет, я тоже, вот, пожалуйста, я поведу вас на Москву и так далее. А Макрон явно это разыгрывает карту, потому что он очень непопулярен, и многие его считают слабым. А тут он вдруг боевой такой гальский петушок. В общем, молодец. Молодец. Будем надеяться, что он будет чем-то ближе к выборам, тем больше мотивирован каким-то таким активным, боевым, мужским поступком. Германия, которую ты так обидел, вот, хотя ты там живешь, вот, что Германия не способна ни на что. Вот, в смысле, ну, в Нет, смысле, они не то не чтобы не патриотизм. способны. Да. Нет, я, честно вам сказать, сам не патриот, а космополит. Поэтому в моих устах это не патриот ничей. Я сочувствую Украине, но я не могу быть украинским патриотом, потому что я не украинец и в Украине никогда не жил. То есть Но я тут речь не про космополит патриотизм, полный. тут же вопрос уже не в патриотизме. Не надо поддерживать Украину, чтобы быть украинцем. Ну, при чем тут это? Нет, нет, это, скажем так, вот именно потому что я космополит, и потому что я за свободу, да, и против тирании, против рабства, против империи, против этого всего ужаса. Я всей душой и всеми своими возможностями, которые у меня есть, скромными, правда, но зато всеми поддерживаю Украину. Вот. А что касается Германии, то здесь, я, как я уже сказал, то, что здесь, скажем, патриотами себя считает альтернативный Фюр Дойчланд, скажите по секрету. А, например, зеленые, которые больше всего за Украину себя патриотами не считают, и для них это просто было бы оскорбление, если бы кто-то сказал, вы там немецкие патриоты. Это серьезно говорю. Вот. То есть они поддерживают Украину не потому, что они немецкие патриоты, а потому, что они за свободу. А Это помнишь, немножко когда, другое. помнишь, был период, когда А? в 90-х каких-то годах, да, тоже вот в М, Российской Федерации, где мы тогда жили, м, прости меня, Господи, тоже Да, патриот был ругательство у приличных людей. Ну, как бы, патриот это да, считалось абсолютно. вот эти И вот, да, да. да, дебилы. Вот это, так, Ну, так и самое-то забавное, что мы все прекрасно помним, да, условные 90-е годы, да, значит, какая-нибудь Пушкинская площадь или музей, или исторический музей рядом с Красной площадью, и там стоят такие какие-то совершенно жуткие люди в каких-то старообразных одеждах, с невменяемыми глазами, с трясущимися руками, продают какие-то патриотические книжки. Вот это и были патриоты. И дискурс у них был абсолютно такой же, как у Путина. Антизападный, да. о том, что, значит, нас англичанка гадит, мы самые лучшие, наши традиции прекрасные, Россия всегда была обижаема, унижаема, угнетаемая подлыми Западом. Ну, в общем, один в один. Просто вот этот маргинальный дискурс, он стал сейчас господствующим. В этом вся фишка. Да, так вот, в России. Так вот, возвращаясь к Германии. Нет, я не могу сказать, что немцы совсем что-то ничего не делают. Наоборот, наоборот. Сейчас Германия основной и в военном плане, и в экономическом. В военном пока, по крайней мере, от Америки какие-то сигналы четкие не идут. Там еще не установили, ситуация не отрегулирована. Она номер один сейчас и по экономике, и по военной помощи. Так что они, конечно, помогают. Даже Шольц. А его главный соперник и конкурент Мерц гораздо от христианских демократов еще более проукраинский, чем Шольц. И да, но какие-то вещи вот они не делают. Ну, мы сами видим, например, с этими ракетами Таус. Шольц там начинает объяснять, я же слышал его речь в Бундестаге о том, что мы не можем, так, эти ракеты не могут функционировать без немецких солдат, которые должны, ну, военнослужащих, которые должны их обслуживать, а значит, мы не можем посылать в Украину военнослужащих, потому что у нас тянется война. Я что-то не понимаю, а что, нельзя украинцев обучить в той же Германии и передать им ракеты? Это все, конечно, можно. Я думаю, ну, конечно, это время пройдет, безусловно, не маленькое. Там, но это можно. Я не знаю, почему он с этими ракетами юлит. Знаешь, Именно в этом там была по какая-то этой версия, что позиции. там какие-то военные тайны немецкие, что их нельзя доверять, кроме немцев, никому, они могут куда-то уплыть, да. На самом деле, так вот... Открыто он об этом не говорит. Открыто он об этом не говорит. Это что-то такое в прессе есть, а открыто он что-то блеет по поводу вот именно этого. Но знаешь, вот если бы так по совести, вот если ты не можешь дать эти Таурсы, ну дай нам 50 установок Патриот, собери их по всей Европе, создай коалицию защиты украинского неба. Ну сколько можно? Мы третий год живем под этими террористами. Ну невозможно. Да, мы сбиваем там все, что можем, и больше, чем можем, я думаю, мы сбиваем, да? Но все равно, когда в Киев прилетает хрень, там, да, она падает, и там ее сбивают, но от нее воронка огромная, там стекла. Это чисто случайность, что там не было убитых людей в этот раз, потому что попади в детский сад, это я не знаю, да, что там Ну, было. конечно. Да? Да. Это все было близко и так далее, и так далее.
И эти люди, которые мы не хотим терроризировать там Россию, эскалировать, да ты дай хотя бы защититься чем? Что там на Россию ты нападать не собираешься, это мы поняли, да? Но хотя бы вот что-то такое. Почему они не могут нам собрать по всей Европе средства ПВО? Или это только американская такая проблема? Патриот это их и все на этом. Я думаю, что они стараются. Я думаю, что стараются. Насколько эффективно это у них получается, другой вопрос. Но, по крайней мере, что касается противоракетной и противовоздушной обороны, они стараются делать все, что могут, но, может, и действительно они делают не все, что могут. И, конечно, они все-таки, понимаешь, есть разные формы старания. Да? Есть просто, когда ты пришел в офис и стараешься выполнить какую-то работу, а есть, когда вот что-то, какая-то экстренная ситуация, и нужно срочно что-то делать, вот убиться, но сделать. Вот, к сожалению, у меня нет ощущения, что это второе, вот именно, что они готовы просто срочно убиться, но сделать. Они как-то это делают, как вот работу выполняют. У них есть, я знаю немцев, есть там графики какие-то, встречи есть какие-то, я думаю, они очень много это обсуждают все. Сначала все прорабатывают теоретически, а что все риски считают, потом принимают какие-то решения компромиссные, ну, как обычно. Ну, вот такой сонный стиль жизни Европы, он, в общем-то, наверное, раззадорил Путина. Так смотрит сосед, так вот выпьет пиво и спит. Ну, почему не забрать у него то, что можно, да, в принципе, готовиться к этому? Ну, окей, я хочу, знаешь, последние там 10 минут программы посвятить обсуждению русских в Европе. Ну, как-то не хочется обсуждать русских, там, условно, происхождения российского типа тебя. Понятно, чем ты там занимаешься, понятно, что ты не ходишь на выборы, значит, с этими толпами людей и так далее. Но, конечно, было много восторгов там, что вот полдень без Путина, это все очень весело, увидеть друг друга, встретимся у пивного ларька, там, как в старые добрые времена. Я все это понимаю с психиатрической точки зрения, а вот с практической не очень. С практически я видел гораздо больше поклонников Путина, чем вот этих вот людей, которые среди них стояли и боялись слова сказать еще почему-то, да, и и когда идут по Германии, там идут, задают вопрос, а вы за кого, а вы за кого, и они все такие, ну, понятно, что за Путина, да, не хотят просто признаваться, а некоторые просто в кокошниках, значит, с матюками, с гармошками, с балалайками, с Путиным на груди, значит, и так далее. Запад там чмо, Германия дрянь, там Америка так себе, вот Путин, вот Россия и так далее. Но я не буду спрашивать, как Европа дошла до жизни такой. Наверное, мы представляем себе, что вот в таком полусонном состоянии можно к себе в дом кого угодно запустить. Но что с этим делать? Потому что это не шуточная вещь. Среди этих людей и агентуру нанимать легче легкого. И плюс еще вот эти релаканты, среди них, я думаю, очень много ассоциированных с ФСБ, там, с ГРУ и так далее. То есть, ну, по факту, их почти не проверяли, и до сих пор почти не проверяют. И когда в Таллине из 2500 людей, пришедших под видеокамерами, пришедшие там в Узкая улица, в посольство России, проголосовало 2000, то есть 80% за Путина, у меня что-то нет восторгов по поводу этого полдника против Путина, а вот как раз есть страх за эти страны по поводу вот этой кучи. Они не боятся даже этого, ходить не боятся, открыто голосовать за Путина и призывать. В Германии вообще шабаш просто был, ну, как я видел, Австрия и так далее. Что с этим делать европейским странам? Что бы ты вот видя это все лично посоветовал им делать? Перепроверять их, я не знаю, там... Просто выглядит это ужасно. То есть Путин, и они чувствуют себя в абсолютной безопасности. Путин угрожает весь мир стереть в порошок, а эти такие в кокошниках ходят по Германии и говорят, что Германия дерьмо там, а вот Путин наш это крутой. Да, нет, смотри, я немножко уточню. Я, конечно, не ходил голосовать, как ты понимаешь. Я, кстати, и даже физически бы это не мог сделать, если бы даже у меня такая дурная мысль пришла в голову, потому что я свой российский паспорт не стал продлевать иностранный, просто потому, чтобы не вступать ни в какие контакты с дерьмом, чтобы просто не вляпываться в дерьмо. У меня поэтому куча всяких проблем, но я не стал это делать. Вот. Но большинство людей, конечно, в очередях были против Путина, то есть я бы даже сказал, подавляющее большинство, особенно те, кто пришли после 12. Я там потусовался, там митинг же был, там была такая около российского посольства инсталляция, Путин сидит в кровавой ванне огромная, и весь в крови, там, в общем, это все было довольно красиво, и немцы проходили мимо, видели этого, там была толпа
русских. Я не участвовал в этом митинге, напрямую не выступал, потому что вся эта акция мне казалась крайне сомнительной, как минимум бессмысленной, полдень против Путина. Однако все-таки ради справедливости надо отметить, что, конечно, там была толпа перед российским посольством именно антипутинские и проукраински настроенных людей, в том числе многих из которых я знаю, кстати. Но, конечно, есть немало и пропутинских людей тоже, немало. И здесь в Германии тоже. И наверняка среди этих релокантов немало агентов ФСБ. Это тоже понятно. Но я думаю, во-первых, что спецслужбы западных стран не дремлют и все-таки отслеживают эту ситуацию, и она все-таки под контролем. Это первое. И второе, сейчас их несколько прижали. И в Германии, по крайней мере. И это заметно. То есть многие, тут же, когда я приехал, да, в тот же Берлин, тут пророссийские активисты приходили в наглую на антипутинские митинги, в том числе, вот я помню, мы делали защиту крымских татар, я тебе рассказывал акцию, и там вот просто приходили люди, параллельно вставали и начинали из матюкальников просто мешать нам проводить свой митинг, там, великий Путин и прочее, прочее. Сейчас их взяли слегка за одно место, и они уже так, ну, по крайней мере, здесь в Берлине не резвятся, как они резвились раньше. И много публикаций было агентов российских в Германии. В общем, они и это чувствуется. Они немножко испугались, немножко поприжали. Так что я не вижу здесь какой-то катастрофической именно в этом плане ситуации. Вот, катастроф, конечно, нет. Но неприятных моментов много. Конечно, много путиноидов. Они знаешь, где живут? Они живут, основные путиноиды, они живут в таких в локальных гетто русских, да, потому что они там друг с другом общаются, смотрят российское телевидение и деградируют. Если там ему было чему деградировать, то они деградируют. Например, конечно, не все, опять-таки, жители, я не хочу сказать, что все живущие в Марцане такие, конечно, не так. Я знаю, в том числе и украинцев, которые живут в Марцане, которые приходят на проукраинские акции, так что не все там такие люди, но там значительное число есть вот такого плана мигрантов. Есть такие анклавы, их немало в Западной Германии. Они, кстати, голосовали не в Берлине, а в Бонне, поэтому в Бонне было больше пророссийских, явно ярко выраженных людей в очереди. Хотя в Берлине тоже были, да, но они пришли раньше. Против Путина пришли в 12 голосовать, и большинство не успели проголосовать, потому что была огромная очередь, и за 6 часов люди просто не успели проголосовать. А те, кто путиноиды, как всегда, обманули, как шулеры, они своих пригнали к открытию, и поэтому те без проблем проголосовали. Но это детали. Вот, то есть, как я уже сказал, это все-таки не критичная ситуация. Скажи, пожалуйста, вот я в последнее время, ну, как бы вся эта российская оппозиция, она разделилась на две части. Ну, имеется в виду за границей, которая находится, то, что внутри России, они считают, все фейки, эти все яблоки, обгрызенные ФСБшниками еще там в 90-х годах, не считают все эти надежды. Дованковы, кстати, все твои прогнозы оправдались, и поэтому Дованкову, и по всем этому все один в один там, ну, как бы понятно. Ну, вот. Но смотри, тут есть часть людей, которые даже приезжали недавно, были в Украине, в Киеве. Они участвовали в конференции по поводу поддержки российских добровольцев в составе Сбройных сил Украины. Да, они худо-бедно, там, на мой взгляд, могло бы быть в 1000 раз больше, да, если бы эти олигархи, так называемые, даже оппозиционные, так называемые олигархи, немножко принимали бы, ну, более близко к сердцу нашу войну и думали о будущем, но определенная часть сопротивляется насмерть просто, ну, то есть вообще никак. И уходят вместо реальной действий по свержению Путина, помощи хотя бы какой-то, уходят в какую-то кладбищенскую эстетику. Я увидел этот жуткий клип музыкальный на 40 дней убийства Навального. Это просто псалмы под мультфильмы с жуткой какой-то мертвечиной, не от Навального, ну, это мы не будем таких вещей там говорить, да, мертвечина от духа вот этого мертвого, от того, значит, какая-то самодеятельность рабов, которые упиваются смертью, приравнивают чуть ли не к святому убитого оппозиционера, там, которого был там, врагом Путина, вот, и так далее, да. Не кажется ли тебе, что с этим культом пора заканчивать и как-то, ну, как-то немножко возвращаться к земле, немножко, ну, в хорошем смысле слова, и заниматься чем-то реально против российского режима, как они говорят? Я, честно говоря, не смотрел этот клип и Это читал ужас. про этот клип. Это просто ужас. Его же создали не какие-то политические лидеры. А Я знаю, но они клип опубликовали это.
Они это опубликовали. Да, но это понятно, что опубликовали. То есть это Земфира and Company, я там половину не знаю, но тем не менее Земфиру знаю. Ой. Вот, но это вот как кажется, что называется, не стреляйте в пианиста, он играет как умеет. Ну так они вот видят. Что касается политических лидеров, я резко критически относился и к всей этой ситуации, и прежде всего к кампании «Полдень против Путина», именно в том виде, в котором она была реализована. И действительно есть часть оппозиции, ну я бы назвал такие там фамилии, как Максим Кац, Екатерина Шульман, которые мотивируют людей, я даже не знаю на что. Я даже не знаю на что. На безумие. Изображать какую-то ну, понимаешь, если бы они на безумие, знаешь, это, если бы на безумие мотивировали, может, это было бы и не так жалко смотрелось, да? Там слава безумцам, я уже забыл продолжение, откуда-то из начала века. Да, вот, нет, они не на безумие мотивируют, они на какое-то холопское сопротивление, да, то есть сопротивление холопов, которые даже шляпы не снимают. Когда мы обсуждали, я же участвовал в этих всяких оргкомитетах, которые готовили вот этот полдень против Путина, и когда мы обсуждали, не буду называть людей, но в составе довольно известных товарищей, значит, вот что там будет дальше делать, я говорю, ну давайте ну, хоть шляпы снимем, например. Вот как делали диссиденты во время Пушкинской, на Пушкинской площади. Игорь, не предлагай снять шляпу тому, у кого нет головы. Спасибо тебе, что у нас секунды остались до окончания программы. Спасибо, что нашел время. Игорь Рейнман был с нами. Дивіться ТР далі.